В начале своего доклада омбудсмен подчеркнула необходимость более тесного и эффективного взаимодействия Генеральной прокуратуры с аппаратом уполномоченного по правам человека. Считаю важным обратить внимание на то, что у уполномоченного нет иных рычагов восстановления нарушенных прав и свобод человека, кроме как обратиться в Генеральную прокуратуру или в суд. А учитывая, что закон об уполномоченном имеет существенные пробелы и ограничивает возможности уполномоченного обратиться в суд, именно прокуратура в соответствии с законодательством обязана по запросу уполномоченного реагировать и возбуждать уголовные или иные дела. В своем выступлении омбудсмен отметила, что каждый госслужащий должен нести ответственность за свою деятельность, так как важно соблюдать принципы и нормы, заложенные в Конституции Абхазии. Уполномоченный по правам человека обратила внимание на рассмотрение обоснованности и законности судебных решений. Асида Шакрыл также добавила, что есть десятки судебных решений, которые не приведены в исполнение. Суды должны давать оценку действиям государственных органов, отметила омбудсмен. Шакрыл подчеркнула, что серьезная проблемой в нашей стране является отсутствие многих законов. В своем выступлении уполномоченный по правам человека упомянула о ряде вопросов, представленных в прошлых докладах. В частности, они касаются предотвращения пыток и унижающего человеческое достоинство обращения, соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, недопустимости неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, пересмотра абсолютного запрета абортов, недопустимости включения в Уголовный кодекс Республики Абхазия санкций в виде смертной казни, полноценного обеспечения права на доступ к правосудию, возможности восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности жителей Абхазии. Асида Шакрыл затронула и проблемы в энергетической отрасли республики, отметив, что государству необходимо найти выход из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация требует безотлагательного, неполитизированного обсуждения проблем энергосистемы Абхазии и подготовки программы по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Асида Шакрыл отметила, что одним из самых важных пунктов в ее докладе, как и в предыдущие годы, остается вопрос создания кризисного центра для детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Также Шакрыл обратила внимание на проблемы в обеспечении социальных гарантий, отметив, что вопросы пенсионного обеспечения в Абхазии до сих пор регулируются законом о пенсионном обеспечении граждан в СССР от 15 мая 1990 года и отдельными нормативно-правовыми актами. Размеры абхазских пенсий и пособий ниже суммы прожиточного минимума. И сам установленный прожиточный минимум также не соответствует минимальным потребностям. В данном вопросе омбудсмен отметила финансовую помощь России, направленную на социальные выплаты. Шакрыл коснулась и проблемы бедности. Она подчеркнула необходимость проведения аудита в госструктурах и пересмотра их бюджетов. К сожалению, из-за отсутствия государственной статистики в данной сфере, из-за отсутствия комплексного мониторинга бедности сложно оценить реальные масштабы этой проблемы, степень ее влияния на жизнь людей. Во всех докладах уполномоченного описываются проблемы, с которыми сталкивается население восточных районов Абхазии в области паспортизации. Шакрыл добавила, что необходимо создать базу данных с информацией о жителях восточных районов республики. Мы все должны понимать, что решение политических, правовых, гуманитарных, социально-экономических вопросов, связанных с Гальским районом, не может осуществиться само собой, без определенных усилий. Учитывая весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются жители этих районов, считаю, что недопустимо откладывать их решения и вновь призываю все структуры государственной власти, политические партии и гражданское общество начать незамедлительное обсуждение формулирования концепции развития Гальского района.
Асида Шакрыл подчеркнула, что ежегодные доклады уполномоченного по правам человека содержат призывы к международному сообществу о недопустимости международной изоляции Абхазии. Омбудсмен добавила, что на протяжении 30 лет европейская политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве в разных сферах, включая и доступ к международным механизмам защиты прав человека, остается неизменной. Я надеюсь, что, учитывая имеющиеся у Абхазии минимальные возможности для взаимодействия с международными структурами, действия МИД будут направлены на поиск друзей, на закрепление уже достигнутых позиций посредством выверенной дипломатии в целях расширения международных площадок с участием Абхазии, а не наоборот. Шакрыл добавила, что опыт 5-летней работы выявил некоторые недочеты закона об уполномоченном по правам человека, снижающие эффективность деятельности аппарата. Поэтому специалистами был подготовлен отдельный пакет рекомендаций доклада, который связан с совершенствованием закона об уполномоченном по эффективной защите прав человека. Хочу выразить признательность прежде всего сотрудникам аппарата уполномоченного за их честный труд и внимательное отношение к каждому, кто обратился к нам, а также всем, кто, осознавая важность правозащитной деятельности, помогал, поддерживал работу нашего офиса. В завершение Асида Шакрыл выразила надежду на то, что следующие 5 лет работы уполномоченного по правам человека пройдут в эффективном сотрудничестве с Народным собранием, со структурами исполнительной власти и судебной системой на благо всех жителей Республики Абхазия. Постоянный представитель президента в парламенте Андрей Барциц подчеркнул, что многие вопросы, затронутые в докладе, требуют активной работы и общего участия. Я думаю, что совместным трудом мы придем медленными, но уверенными шагами к тому, чтобы попытаться нивелировать те риски, которые стоят перед нашим государством в системном смысле этого слова, которых вы озвучили. Спасибо большое и успехов следующему уполномоченному по правам человека. При любом обращении уполномоченного всегда изначально в сроки рассматриваются изложенные факты в случае их подтверждения. Если усматриваются какие-либо правонарушения или уголовно наказуемое деяние, либо акт прокурорского реагирования, либо направление материалов для проведения доследственной проверки в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, что делается органами прокуратуры. Я в этом просто убеждена. Депутаты поблагодарили уполномоченного по правам человека за проделанную работу. На что-то мы успеваем реагировать, на что-то нет. Вот что касается вопросов, связанных с Восточной Абхазией, с паспортизацией, в рамках парламента создана соответствующая рабочая группа, которая призвана отчасти решить и этот вопрос, да, и там будут обсуждаться соответствующие актуальные проблемы. Более того, по инициативе руководителя Комитета по обороне и безопасности, который является именно депутатом самого проблемного района в этом отношении, часто проходят встречи, в том числе и в администрации президента, с исполнительными органами власти. То есть этот вопрос не оставлен согласен. Есть вещи, с которыми я могу быть не согласен, и депутаты, но в общем, если мы будем обнажать существующие проблемы, это в любом случае полезно для каждого из нас и для государства в целом. Вас со своей стороны хотел бы поблагодарить за проделанную за эти 5 лет работу. Депутаты приняли доклад уполномоченного по правам человека единогласным решением. 5-летний срок полномочий Асиды Шакрыл завершается в конце марта 2023 года. Гугуца Вардания, Заур Кварчи, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.